Добрый день всем, кто нас слушает, все, кто нас смотрит. Мы проводим сегодняшний подкаст и посвящаем одной из актуальных тем, которая волнует, наверное, каждого казахстанца. Но для начала представлюсь. Меня зовут Гульнар Курбанбаева, я ведущая этого подкаста. Говорить мы сегодня будем о антикоррупционной политике государства. И говорить мы об этом будем с моим гостем, с моим другом, партнером, человек, которого знают не только в Казахстане, но и за его пределами, президентом общественного фонда «Фонд парламентаризма Республики Казахстан», Фонд развития парламентаризма Республики Казахстан, член президиума Национальной антикоррупционной сети, человека, который знает не понаслышке законотворческую деятельность, будучи в свое время депутатом парламента Республики Казахстан. То есть человек, который знает о том, о чем мы хотим говорить, многое и даже больше. Итак, Зауреш Кабылбековна Баталова. Добрый день, Зауреш Кабылбековна. Спасибо, что вы с нами здесь. Давайте действительно обсудим тему, которая, вот так или иначе, наверное, нет ни одной кухни, где бы не говорилось о коррупции, о том, что происходит с этим явлением в Казахстане, где оно происходит. Но все-таки среди наших слушателей будет достаточно большое количество молодежи. Давайте начнем с одной стороны с простого, но и самого сложного. Все-таки наше законодательство, что оно предполагает, когда говорит о понятии коррупция? Ну, на самом деле коррупция предполагается, что это злоупотребление должностными полномочиями чиновников. Это как злоупотребление, так и превышение должностными полномочиями. Когда идут различные виды получения незаконным способом средств, незаконного обогащения. Преимуществ каких-то, да? Да, каких-то преимуществ. Это начиная от трудоустройства на работу, кончая оказанием содействия в получении того же какого-нибудь госзакупа, каких-то дополнительных видов работ и деятельности. Поэтому это все относится к коррупции. И, к сожалению, у нас в Казахстане даже мы видим в обществе есть такое понимание у отдельных людей, у отдельных группировок, когда они считают, что если они таким способом достигли тех целей, которые ставили перед собой, это как бы круто. На самом деле это не круто. Это увод бюджетных средств или иных ресурсов, злоупотребление полномочиями, которые приносят большой урон в целом всему населению Республики Казахстан. Хорошо. Если правильно вот я понимаю, да, мы-то с вами знаем, потому что в этой теме давно занимаемся этими вопросами. У меня вот вопрос. Вот все-таки законодательство рассматривает коррупцию и это явление вокруг деятельности государственных органов, государственных служащих. Достаточно-то или нет? Вот вы как бывший парламентарий, работая сегодня с парламентом, с законодательством. Ну, во-первых, я хочу сказать отдельно, что есть различные формы по снижению уровня коррупции, в том числе и антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов. Когда из нормативно-правовых актов нужно просто находить и устранять те нормы, которые за собой несут коррупционные риски, используя которых недобросовестные люди, к сожалению, идут на преступления. Во-вторых, я хочу сказать, что на самом деле, вот на тот вопрос отвечая, который вы говорите, не только чиновники, но даже в частном секторе и в общественном секторе мы видим, есть злоупотребление полномочиями. Пусть они не являются государственными служащими, и пусть они не по закону о госслужбе нарушают этические и иные нормы, да, но тем не менее они же трудоустройство сегодня в любой частный бизнес или в любую общественную структуру тоже, к сожалению, иногда требует мздоимства. Или того самого телефонного права, да, когда кто-то звонит и давлеет все. Вспомните, не так давно, может быть, лет 10-15 назад было тотально поступить в ВУЗ, можно было только через взятку. Да, так оно и было. Но, вы знаете, здесь нужно отметить следующее. Я еще раз хочу сказать, вот как есть такой фильм «Особенности национальной охоты», да, так и у нас есть особенности национальной правоприменительной практики, когда как за геройство считается обойти норму, обойти установленные законодательством правила и вне рамок
правового поля решить свои проблемы. Вот это то, от чего нужно сегодня отучать каждого гражданина и общества в целом. Ну, То есть я здесь закончу. Формировать правовую культуру и формировать нулевую терпимость к коррупции. Мы сейчас об этом еще поговорим. Но я вот возвращаю вас к законодательной составляющей вот этого вопроса. Да? На самом деле мы же знаем, что есть стратегия антикоррупционная. Да? У нас закон есть по борьбе с коррупцией. То есть законодательно что-то происходит. Вот вы сейчас активно работаете с парламентом. Скажите мне, вот на современном этапе, вот сейчас, наше законодательство достаточно антикоррупционно? Насколько сегодня депутаты вообще вот двигаются в этом фарватере, тогда, когда законы принимаются? Я понимаю, что есть экспертиза антикоррупционная, правовая и так дальше, но эта экспертиза, ее кто-то делает, а законы принимают конкретно депутаты. Вот как вы считаете, насколько сегодня тенденции в депутатском корпусе направлены сюда? Ну, я хочу сказать, с введением антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов на самом деле были очень большие ожидания, и в целом, надо сказать, определенные позитивы имеют место, но тем не менее, я думаю, что нужно эту работу усиливать, нужно ее повышать на более высокий уровень. Сегодня подвергаются антикоррупционной экспертизе проекты как местных исполнительных органов, центральных государственных органов. То есть подзаконные акты, да, подзаконные акты. Так и сами законы, которые разрабатываются в недрах правительства, в недрах парламента. Да? Так вот, антикоррупционная экспертиза готовится, но работы дальнейшей с этой экспертизой, как требует того методическое руководство, как и лучшие практики международные показывают, у нас, к сожалению, нет. А что вы имеете в виду? Что я имею в виду? Мы не отрабатываем с депутатами вот это или не Я мониторим, как виду, это используется? Когда в парламенте рассматривается законопроект, то я бы, например, в парламент приглашала тех, кто проводил антикоррупционную экспертизу, понятно. которые давали бы пояснения по тем нормам, которые проходят. И дело в том, что антикоррупционная экспертиза дается на проект. Но когда входит этот проект в парламент, то в парламенте депутаты, как обладающие правом законодательной инициативы, могут вносить поправки, и закон часто меняется очень даже много. Даже содержательно, по сути своей. Да, содержательно, по структуре. Очень много инициатив со стороны депутатов идет. Эти нормы вне антикоррупционной экспертизы. Поэтому я считаю, что нужно антикоррупционную экспертизу проводить как до внесения этого проекта в парламент, так и после парламента тоже следует. Потому что депутаты же, они же не учились антикоррупционной экспертизе. Они не знают. Я вам просто простой пример проговорю. Например, если они рассматривают какой-то кодифицированный закон, административно-процессуально-процедурный, допустим, да, где кодекс. Устанавливаются меры, допустим, да, кодекс, где они устанавливаются, например, какие-то нормы, размеры штрафов, да, меры взыскания. И если, допустим, они допустят такое толкование, что от стальки-то, допустим, размер штрафа до стальки-то, то это определенный размер, промежуток, вилка, да, вилка, вот вилка, которая позволяет недобросовестному чиновнику потом на практике правоприменительной это использовать. И таких вещей много. Например, я очень часто участвую во многих рабочих группах и часто слышу такие поправки, которые явно являются антикоррупционными. Понятно, что обладая знаниями про антикоррупционную экспертизу, тем более, что методология антикоррупционной экспертизы была разработана нашим фондом развития парламентаризма. И за что вам респект и уважуха. Да, спасибо. Мы ее разработали совместно, вот я, Мерике Габдалиев, и у нас был международный эксперт Кристина Чубатару, которая нам это помогала. И основные те критерии, которые были прописаны в нашей методологии, они вошли в методические рекомендации антикора, но не все. У нас 37 факторов антикоррупционных, да, а там намного меньше. Что надо сделать? Еще раз обсуждать, еще раз, или все-таки законодательно эти методические рекомендации закрепить? Вот я как бы за последнее. Вы знаете, я думаю, первое, что нужно сделать, все-таки нужно сначала механизм проведения антикоррупционной экспертизы прописать. Потому что законодательно? Да, потому что, вы знаете, какие бы мы критерии ни прописали, но если механизм
механизм будет слаб, и процедуры не все будут соблюдены, где-то вот это звено будет провалом и не допустит качества. Да? И второе, сегодня нужно все-таки антикоррупционную экспертизу поставить во главу. Ну, допустим, последние изменения, которые произошли в стране, вот касательно того, что антикор теперь как ведомство реорганизовано. Да, кстати, хотела услышать ваше мнение по поводу реорганизации. Да, и оно перешло теперь в Комитет национальной безопасности. Я читала вчера очень много различных мнений и тоже анализировала. И, на мой взгляд, для Казахстана сейчас, наверное, это решение одно из правильных. Почему? Потому что Казахстан имеет все-таки высокий уровень коррупции. Это первое. Второе. Сегодня мы видим, что очень многие коррупционные деяния остаются без раскрытия. И здесь, вероятно, правоохранительные органы должны этим серьезно заняться. И если передали это на уровень национальной безопасности, подняли коррупцию как предмет рассмотрения через национальную безопасность, вероятно, хорошо. Ну, Зауриш Каблыбекова, можно я вас прерву? Да, давайте. Вот смотрите, вот вы сейчас, чтобы у зрителей как бы сложилась общая картинка, вы говорите, что это хорошо, что передали, но вместе с тем, до этого агентство было самостоятельным. А теперь оно в составе отдельного ведомства. И внутри этого ведомства оно уже подчинено руководству этого ведомства, в частности, Комитету национальной безопасности. Вы не считаете, что может быть вот такое давление, условно говоря, полное руководство этого ведомства на деятельность вот этой антикоррупционной службы? Вы знаете, как раз об этом я хотела сказать, но самостоятельное ведомство или оно подчинено какому-то органу, они должны работать по принципу. И принцип у них должен быть принцип прозрачности, принцип законности, объективности. И самое главное, чтобы этот принцип шел именно на то, чтобы реальных преступников чтобы ловили, а чтобы не получилось, что через политизацию вопроса или через какие-то вопросы. То есть стал инструментом давления на неугодных. Но чем мне, вот я просмотрела, о чем я хочу сказать. Сейчас антикор, часть его полномочий в части превенции ушли в агентство по делам госслужбы, а касательно именно следственных действий, да, они ушли в состав КНБ. И вот здесь вот первая часть касательно превенции, вы знаете, это международная практика. В частности, мы посещали в 2010 году несколько стран, в том числе и Финляндию. Вот наш фонд развития парламентаризма совместно с партнерами по изучению опыта противодействия коррупции. Там у них вот эти коррупционные все деяния, они слиты с агентством по государственной службе. То есть они каждого чиновника на предмет коррупционных деяний и так далее, они прям фильтруют. Да, вот это. И в этой части хорошо. Плюс большая превенция – это работа с населением, формирование нулевой терпимости к коррупции, когда в обществе есть четкое понимание, что ты не должен давать никому взятку, все деяния, которые проводятся, они должны проводиться только в рамках закона. И в этой части, если вопрос в чем? Если агентство по делам госслужбы с этим справится. Там должен быть сегодня человек, который имеет не просто опыт руководства государственной системой управления, но и опыт именно по превенции антикоррупционной политикой. Вот это первое. А если говорить про КНБ, я вам еще раз хочу сказать, то, что антикоррупция поднята на уровень национальной безопасности, это как бы положительно. Ну, эту часть я соглашусь. Да, именно это придерживаюсь. Но если это приведет к тому, что то, что антикор и так раньше был, несмотря на независимое ведомство, но был зависим от многих политических взглядов и решений, это всем не секрет, да? И если от этого уйдут, сохранят, то тогда это хорошо. И потом я думаю, что это на самом деле какой-то может быть переходной период. И если, надеемся, коррупция начнет уровень снижаться, то тогда будет усиливаться превенция, да? И за счет превенции коррупция полностью до нулевого уровня не побеждена ни в одной стране, да? Нет, но
зато мы общество воспитаем. Да, ну вот теперь давайте как раз перейдем к обществу. На самом деле мы же понимаем, что решение вопроса борьбы с коррупцией, вся антикоррупционная стратегия государства, она не может быть просто за счет сил и средств самого государства. Да. Явно участие общественности здесь должно быть очень мощное. Какое оно должно быть, давайте сейчас попробуем это проговорить. И мы начнем с того, что не так давно в прошлом году создана национальная антикоррупционная сеть. Вы один из организаторов и инициаторов создания этой сети. И, ну, поскольку мне тоже пришлось так каким-то краем к ней присоединиться, хотелось бы, чтобы и наши зрители, слушатели послушали и узнали, что это такое национальная антикоррупционная сеть и насколько это важно для обычного населения. Ну, во-первых, национальная антикоррупционная сеть, это не зарегистрированная организация, это не организация. Как общественное движение. Это проект Фонда развития парламентаризма, который нашел большой круг партнеров, которые готовы совместно работать. И это сетевая работа, как мы всегда делаем, допустим, по тем же экономическим, социальным и культурным правам. Здесь объединяются и согласовывают свои действия физические или юридические лица, которые ставят перед собой одну из важных задач – это формирование нулевой терпимости коррупции. Это во-первых. Во-вторых, национальная антикоррупционная сеть направлена прежде всего на что? На то, чтобы реализовать на практике те возможности, которые нам представил закон об общественном контроле. Это очень важный закон, который был принят, но, к сожалению, мы вынуждены сейчас констатировать, что он еще не действует как положено. Несовершенен с точки зрения механизмов. Мне кажется, в этом проблема. Есть проблема несовершенства в части законодательства, и отдельное совершенство требуется. Но есть еще и другое. Это незнание закона, незнание возможности использовать положение этого закона населением. Ну, например, на сегодняшний день, вообще, если брать этот закон об общественном контроле, надо сразу вспомнить закон об общественных советах. Ведь общественный контроль, общественный мониторинг и общественная экспертиза – это те инструменты, которые были даны в свое время общественным советам. Да. Но мы сегодня знаем, что общественные советы из всего этого только мониторинг в основном ведут. Контроля недостаточно. Нет, экспертизу не делают, но она в большей степени формальна, к сожалению. Да, экспертиза, она формальная, и экспертиза не та экспертиза, которая должна быть через научный подход, через такие процедурные вещи, которые прям показывают ситуацию, показывают проблемные вопросы, которые есть при этой ситуации, и показывают пути конкретного разрешения. Вот этого, к сожалению, сегодня нет. И теперь у общественных советов эти функции были, теперь благодаря закону об общественном контроле имеет такие же возможности и, допустим, неправительственный сектор, да? Ну, в принципе, любой гражданин. Любой гражданин, да, то есть тот, кто желает работать в рамках закона, но их же надо этому обучать. Закон принят, а если ты его не расскажешь, то люди его не знают, как им воспользоваться. Не сумеют воспользоваться. Плюс вот это дублирование вот двух органов, это тоже надо как-то совместить, чтобы... Вы кого имеете в виду? Общественные советы? В общественном совете это есть, и есть в общественном контроле. Да? Вот это. Например, я недавно проводила, буквально вот приехала с Актюбе-Уральска, где мы проводили обучение депутатов маслихатов, и вот в Актюбе отдельные депутаты говорят, что закон об общественных советах на самом деле, наверное, надо ставить на утрату. Наверное, общественные советы нужно оставлять на уровне центральных органов правительства, а на местном уровне они не нужны. На местном уровне должны быть сильные маслихаты. И тоже стоит позадуматься, я думаю, что достаточно логично. Дискутируемая тема. Да, дискутируемая тема, но тем не менее, это связано напрямую именно с самоуправлением. Если бы еще усилить самоуправление, вероятно, на самом деле можно к этому подойти. Да? Да, согласна. Если будет сильное самоуправление, в принципе, да. Эта ситуация может быть и уже исходя из этого, надо говорить о чем? Что общественный контроль, мониторинг, экспертиза – это не только инструменты для тех, кто желает, используя их, влиять на формирование, там, допустим, бюджетной политики в регионах, да, на контроль за исполнением по целевому назначению бюджетных ресурсов и так далее. Но проводить мониторинг за деятельностью бюджетных организаций, тех структур, которые... Квазигоссектора, которые используют большие ресурсы из бюджета, и как они используются, насколько эффективно, мы должны знать, потому что мы, налогоплательщики,
мы содержим нашу всю чиновничью братью, мы содержим все государственные структуры, и мы должны знать, как все расходуется. И каждый гражданин Республики Казахстан должен рассматривать бюджет своего региона и бюджет республики в целом как собственный кошелек. Должен быть родить за то, чтобы ни одна копейка, ни одна тиинка не уходила в сторону. Об этом идет речь. И поэтому этому надо учить. Но я так понимаю, что вот национальная... Кто должен учить? Посмотрите. Антикоррупционная сеть в этом плане поставила во главу угла. Да, и мы сейчас обучаем. Наша задача, мы обучаем. Например, буквально мы провели вебинары, как работать с открытыми данными, с открытыми ресурсами и мониторить бюджет. Да? И сейчас мы создаем мониторинговую группу, чтобы они мониторили, учились этому делать и таким образом влияли на то, чтобы неэффективное, нецелевое использование бюджетных средств было приостановлено. И другие формы обучения. Вот, например, завтра мы будем сейчас финансовые пирамиды, которые у нас создались, и очень многие люди попали в эту ловушку, а это напрямую влияет на качество жизни населения. И в этой части как работать, как избежать этому всему надо учить. Нужно мониторить деятельность таких финансовых структур. Да? Или возьмем другое. На сегодняшний день очень много мошенников развелось, которые пострадали от банковских займов, которые на них навесили сегодня различные мошенники, мошенническим способом открывали на них кредиты. И вот отдельно обратились. И в этой части, ведь здесь надо искать ответственных не только тех, которые якобы из-за рубежа управляют процессом и я так понимаю, там может быть в сговоре быть и сотрудники банка. О чем идет речь? И это тоже коррупционка. Да, конечно. И сегодня надо... Которая законодательно не закреплена. Вот именно. И поэтому через мониторинг, вот мы сегодня буквально до обеда вот говорили, да, через мониторинг показать, в каких это банках происходит, почему именно в этих банках происходит, почему банки сами внутри своей организации, своей структуры не разбираются с этим и так далее. Это тоже определенная Правильно работа. Я понимаю, что после того, как такой мониторинг, но это не мониторинг, который проводит население, а мониторинг, который проводит национальная антикоррупционная сеть, станет впоследствии, как итог, это предложение в законодательство. Я правильно Безусловно. А вообще Фонд развития парламентаризма работает только на то, чтобы через совершенствование законодательства влиять на правоприменительную практику. Да? А если мы говорим, допустим, сейчас вот о мониторинге и исполнении этих инструментов мониторинга, контроля и так далее, мы ведем через обучающий процесс. То есть мы показываем, какое было принято законодательство, какие возможности оно дает каждому гражданину и общественному институту, и как это можно, реализуя на практике, решать те проблемы, с которыми сталкивается определенный круг граждан. И влиять на то, чтобы через практические работы, через вебинары, через обучающий процесс, чтобы уровень правовой грамотности населения привел к тому, чтобы они не оказывались в ситуации, когда ими может управлять со стороны любой, и они, допустим, сегодня я разговаривала с женщиной из Темиртау, у которой 3 кредита были взяты благодаря удаленному управлению через... То есть она не была в курсе вообще? Анидиск, да. Она даже не понимала, ей просто сказали, что это, чтобы вас защитить, и она понимала, что это якобы с банка звонят, и она просто выполнила, при этом не 1 раз ошиблась, а 3 раза в течение месяца. 3 кредита, и она сейчас находится в очень ужасном состоянии. А ведь это качество жизни населения. И вот теперь к тому вопросу, который вы говорите. Вообще, многие это делают от безграмотности, а многие это делают, потому что доверяют банковским структурам, доверяет чиновникам государственным, думают, что они там находятся, и все это нормально. А ведь это как раз коррупционные схемы. Ведь там находятся определенные недобросовестные люди, которые это допускают. И вы правы, например, я думаю, она оказалась в этой ловушке в 2023 году. Сегодня на дворе 2025. И она говорит, их было мало, а сейчас у них есть какая-то WhatsApp-группа, как я поняла, более 300 человек. Это только по Темиртау надо Только полагать. по Темиртау. И я тогда говорю, слушайте, а почему тогда не надо было, давно надо было уже законодательно закрепить, чтобы никакие займы не выдавались на удаленной основе? Да, но я знаю, что в этой части ужесточается законодательство на самом-то деле. Все, что касается выдачи займов, кредитов. Сейчас идет постоянная перепроверка, и нормальные банки 2-го уровня сегодня просто так уже это не делают. И, как
правило, проверяется очень много. И даже если идут какие-то транзакции, звонят, мониторят, отслеживают, Да, были ли, знаете это ли вы есть. об этих акциях. Но, например, из всех банков, в которых она попалась, это Халық банк, это Каспий банк, это Home кредит. Ну, Home кредит, как бы банк, понятно, да, какой-то, но тем более связан с Халық банком. А для меня что, это были Халық банк и Каспий Не, банк. ну это самые авторитетные да, банки. и для меня. Поэтому, вы знаете, день. несмотря на то, что вы говорите, что какие-то совершенствования законодательства идут, а практика показывает другое. Значит, здесь нужно ставить не только, чтобы процедуры менялись, но ставить вопросы об ответственности банковских работников, ставить вопросы о том, например, она говорит о том, что банки, которые допустили это, и они что сделали? Например, Халық банк, у нее изъял полностью всю сумму своего того незаконного займа, который она получила якобы. На самом деле она даже его не видела. Он поступил только на счет, и она перечислила, тот человек, который ею командовал, он сказал, что это на счет пойдет сотрудника, а потом пойдет на ваш счет. Халық уже изъял у нее эту всю сумму. Как она расплатилась? Она взяла свой пенсионный фонд и часть деньги, да? оплатила, чтобы это самое. Каспий банк у нее было всего 500 тысяч, чем каждый месяц 22 тысячи платить. Она решила каким-то способом, она тоже расплатила. Сейчас у нее остался 3 миллиона, это Home кредит. Вы представляете, в каком положении находится? Это Согласна. один человек, одна женщина позвонила. Ну да, я так понимаю, что таких историй сотни. А вот теперь мне скажите, вот это направление обучающее, просветительское национальной антикоррупционной сети, удалось что-то уже, скажем так, поработать с законодателями или еще что-то сделать такими вот прикладными шагами в сторону государственных органов? Но мы всегда работаем в рабочих группах по тем проектам, которые есть в парламенте. И вот последний закон, который был, мы мониторили, наши эксперты там находились, и по определенным. Сказать, что мы полностью, например, по антикоррупционной экспертизе я хотела принести, все провели, еще трудно сказать, но законотворчество это и на то и процесс. Да, законотворческий, длительный процесс. Поэтому мы сейчас как раз вырабатываем вот в части как экспертизы, так и в части вовлечения гражданского общества и в части именно работы закона об общественном контроле через этот механизм повысить уровень влияния на уровень принятия решений. Населением, да? Влияние на вот над этим работаем. Угу. Потому что пока, вы знаете, никто не будет рубить сук, на котором он сидит. Я, конечно, далека от мысли, что каждый чиновник, когда пришел на должностное место, он пришел для того, чтобы именно коррупционные деяния совершить. Они все приходят с благими намерениями. Но через некоторое время адам пенделеп бекер айтпайды ғой. И, к сожалению, видит, что другому это можно, он видит, что или видит норма достаточно такая расплывчатая, можно ее соблюсти и уйти от ответственности. И начинаются какие-то действия, да, определенно. А или на эту должность пришел, на этой должности другой зарабатывает, почему бы мне не заработать? Вот такие моменты есть. И в этой части общественный контроль, он бы помог бы не только влиять на то, чтобы эффективность бюджетных средств и рациональное использование повысилась, но и влиять на тех, кто не чист, и кто готов на какие-то правонарушения. И это поможет самим тем, кто к коррупционным деяниям очень близок. Хорошо. Зоречка Булгина. Здесь один момент скажу. Но, к сожалению, общественный контроль, вы знаете, кто не принимает в нашей стране? Кто? Саботируют сами чиновники. Я почему к этому это сказала? Потому что очень много чиновников, которые, когда приходят с общественным контролем, они, к сожалению, злоупотребляют. И об этом говорят на местах. А вам не кажется, что это тоже от того, что они тоже не очень понимают и знают, как возможно, работает закон? Возможно. И самое главное, вот я для чего-то, я еще раз вернусь к этому. Сегодня чиновники должны понять, усиление общественного контроля приведет к формированию определенного иммунитета для самих чиновников. Да, и к улучшению их же собственной работы. Да, и вот к этому мы должны стремиться. И вы правы, мы уже думали о том, что кроме того, чтобы обучать механизмам общественного контроля граждан, населения, но еще и учить. И у нас есть такие тренинги, мы проводим эффективные формы взаимодействия гражданского общества с государственными структурами. Еще добавьте еще квазигоссектор.
Потому что Да, он но мы явно до него занимает. еще не дошли, если Отлично. честно. Значит, вот Значит, пожелание надо дойти. Да, надо этим Да, заняться. вот смотрите, мы начали уже говорить о вовлечении. Мы проговорили, что национальная антикоррупционная сеть это все-таки такой народный проект, в котором могут участвовать те, кто Общественный желает. проект. Да, общественный такой проект. И вы говорили очень много о том, что общественный контроль и вообще нужно участие населения в принятии управленческих решений. И вот здесь вот, говоря о вовлечении общества, помимо того, что мы с вами решаем вопросы просветительские, проводим какие-то встречи, семинары, разъяснения, образовательные какие-то, устраиваем программы. Все-таки вам не кажется, что вот в бизнес-среде уже привлечение определенной части общества активно работает такой инструмент, как анализ регуляторного воздействия? Да. И без которого вообще невозможно принять ни один нормативно-правовой акт любого уровня, если он не прошел АРВ, анализ регуляторного воздействия. И в этом смысле, если выяснится, что он негативно влияет на бизнес, то такой акт не принимается, и соответствующее заключение от общественности бизнес-сообщества вы не дождетесь. Как вы видите, как вы оцениваете необходимость? Я знаю, что уже не просто как бы апологет этого АРВ вы сегодня, да, поскольку я этим давно занимаюсь в бизнесе, и вместе с тем вы уже работаете напрямую с правительством, с парламентом на эту тему. И все-таки, что вы видите, какое значение оно имеет вот для того, чтобы общественность действительно была спокойна, что все законы, которые принимаются, особенно социальные, да, они действительно были такими, какими должны быть. И вот этот инструмент, анализ регуляторного воздействия, во-первых, как он это себя очень поведет? Хороший инструмент. Он должен практиковаться не только в сфере бизнеса, но в сфере и социальных, экономических и других секторов. Почему? Потому что давайте возьмем такой пример. Когда принимались изменения в законодательстве в сфере ЖКХ, и когда были поставлены на утрату КСК несколько лет назад, и был введен новый институт ОСИ, тогда, если бы был бы анализ регуляторного воздействия, то применен, да, вот на этот проект, то тогда бы не было допущено тех ошибок, которые сегодня до сих пор лихорадят эту сферу. На сегодняшний день в сфере ЖКХ есть разделение на два лагеря. Есть КСК и есть ОСИ. И они вместо того, чтобы создать такую здоровую конкурентную среду, они сейчас борются за место под солнцем. А страдают жильцы? Да, а страдают жильцы, потому что качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего. И жильцы уже запутались. Какая форма для них наиболее верная. Последние изменения в законодательстве, которые прошли в этом году, которые будут вот подписаны президентом, я думаю, да, они сейчас регулируют эту ситуацию. Но это было когда? После того, когда президент заявил о том, что надо в сфере ЖКХ навести порядок, парламент за это взялся, да, начали эти инициативы. А мне кажется, если бы АРВ тогда было проведено, то многие просчеты, которые были допущены, просто отсутствовали бы, не имели места. Если говорить про социальную сферу, любое решение надо всегда определять после того, как это решение будет принято, как оно повлияет на сферу образования, на сферу здравоохранения. На конкретные категории лиц, да? Да, конкретно на лиц с инвалидностью, на многодетные семьи и так далее. Вот такой должен быть подход. Давайте второй пример приведу. Казалось бы, хорошая норма, когда вводили арендное жилье с правом последующего выкупа. Хорошая норма, да? Сначала выводили без права последующего выкупа, просто арендное жилье. И тоже анализ регуляторного воздействия не был проведен, и через некоторое время разрешили выкупать. Да, вот это. Мне кажется, это как раз показывает о чем, что решение до конца не было проверено. А я вам хочу сказать, лично я за то, чтобы сохранили без права выкупа. Почему? Потому что на самом деле мы должны опираться на лучшие передовые практики. Мировые. И самое важное для нашего населения не столько как право собственности на жилье, а право на жилье. Ведь сегодня в национальном законодательстве отсутствует вообще понятие права на жилье. Да, но, возможно, это связано с тем, что любая аренда, это вот воспринимается психологически как что-то временное. И не дай бог, через лет 10 меня почему это не воспринимается в других странах? Ну, видимо, законодательно есть какая-то норма. Потому что там есть гарантии. В чем заключается гарантия? Первое. У них в законодательстве жилье принято как право.
Мгм. И смотрите, когда мы говорим о правах, мы говорим, есть право на собственность, тебе позволяет право пользования этой собственностью, право управления этой собственностью и право Распоряжение этой да, этой собственностью. Да? Получается, а если это жилье у тебя не на праве собственности, ты только на праве пользования и пользуешься. Вот в международной практике право пользования четко прописано. И гражданам гарантировано, что они не будут выселены из этого жилья, и есть там все условия, когда они будут, понятно, у нас... Но если ты будешь злостно неплательщик аренды, уже... если ты будешь разрушать это жилье, тогда тебе, возможно... Да, там есть определенные нормы, да, но этой же культуре надо учить. А у нас люди живут в нормальном жилье, и их любой может выселить в любое время. Поэтому надо вводить право на жилье. Да? Второе, нужно процедуры принудительного выселения. У нас есть законодательство прописано, но нужно их привести в соответствии с международными нормами и стандартами. Давайте так, это же был только пример, поэтому мы далеко сейчас не уйдем Да. в жилье, но мы понимаем так, что сегодня анализ регуляторного воздействия – важный инструмент, если мы действительно хотим, чтобы было влияние общества на те решения, которые принимает государство. Да. Этим занимается Национальная антикоррупционная сеть, этим занимаются общественные организации, активисты, и это важно. Это провокационный вопрос. Вообще, вы точно уверены, что населению все, о чем мы сейчас говорим, антикоррупционная пропаганда, борьба с коррупцией, это важно? И насколько сегодня население вообще готово активно работать вот в антикоррупционной политике, в антикоррупционной кампании? А я вам хочу сказать, не все готовы, и основной состав, И с чем это связано? Основной состав, с кем мы сейчас партнеримся и работаем, это те, которые работали в СМГ, специальная мониторинговая группа при агентстве по противодействию коррупции. Ну, то есть это тоже общественные организации? Это общественные организации или отдельные эксперты, которые в этой сфере работали. Да? Я, например, тогда работала как эксперт при Алике Жатканбаевиче Шпикбаеве, вот это СМГ было. И вот те, кто проработал, и те, которые получили определенные результаты, они понимают, насколько это актуально, и они хотят дальше работать. Среди них есть люди, которые имеют достаточный опыт, имеют определенное профессиональное образование, прокуроры и так далее. Это вот первое. Второе, если говорить в целом о населении, да. Я вам хочу сказать, когда мы провели тренинг «Открытые бюджеты», и когда мы стали набирать набор мониторов, мы получили большое количество... То есть, набор вы подбирали таким рандомным способом, то есть кто желал? Да. И вы знаете, желающих очень много. То есть вот воспользоваться через общественный контроль, воспользоваться тем, узнать, как финансируется его детский сад, в который входят внуки и дети, как расходуются эти бюджетные средства, или в школе, или в объекте здравоохранения. Это, оказывается, интересует каждого. Поэтому на самом деле общественный контроль больше должен быть на те сферы, где они получают какие-то услуги, продукты, товары. То есть вы видите общественный контроль своего рода таким средством борьбы с коррупцией? Да. Да. Почему? Потому что через общественный контроль они выявляют те нарушения, которые имеют, но население не может привлекать к ответственности. Оно работает как превенция. Они, по сути дела, выявляют нарушения, вовремя информируют, и тот, кто это из на госорганов это пошел, ответственность он сам остановится. Или, если этого не произойдет, это может довести до вышестоящих органов. Приведу пример. Вот когда была интерактивная карта открытых бюджетов, которую мы разрабатывали на одном из грантов от Нидерландов, да, к сожалению, она часто закрыта. Вот ее нужно, у нас просто нет ресурсов, я над этим работаю. Поэтому мы сейчас взяли открытые ресурсы, прежде всего сами государственные открытые ресурсы. Да? Вот тогда, например, когда мониторили город Астану, в одном из детских садов стояло, что у них на 300 тысяч был проведен ремонт двери. Одной двери? Одной двери. И когда просмотрели, а там, оказывается, даже двери нету, там при этом было уже указано, что работа была выполнена, а там и дверь вообще не менялась. Это прямое хищение средств. Да, да. И после того, как была написана справка, им было сказано, что вы это написали, этого нету и так далее, они буквально в течение нескольких дней установили дверь, все, и самое главное, они из своей спецификации убрали это.
Вот о чем идет речь. То есть, посмотрите, я приведу один пример, и он сейчас Кайтс болды, Мусагали Дуамбеков, известный общественный деятель. Он однажды мы тоже с ним с СМГ были, он мне рассказывает, как в Германии его соклассники живут, и он говорит, в Германии один из соклассников попал в ситуацию, когда на него сосед, которого он часто катал и так далее, он написал и указал, в каком месте и когда он проводил нарушение правил дорожного движения. И когда этому немцу, который исконно проживает в Германии, приехавший из Казахстана немец, говорит, а зачем ты это сделал? Я же к тебе из добра тебя возил. И тогда он говорит, ты знаешь, ты мог меня не возить. Когда ты меня попросил, я тебе сказал, не надо меня возить, я буду ездить сам добираться. Ты сам настоял. Но когда я видел твое нарушение, я тебе сколько раз говорил, остановись, не делай так, ты не прислушался. Почему я это сделал? Потому что это угроза безопасности моей, я с тобой еду, ты сам угроза безопасности для здоровья и для общества. Поэтому я не мог. Вот мне кажется, конечно, мы немцами такими педантичными наверняка не станем со своими у них свой и так далее, свой менталитет и так далее. Но по крайней мере нетерпимость к коррупции, по крайней мере, у нас же, если кто-то заработает деньги легким способом, это считается героизмом. Чтобы уже это пресекать и на корню уже вот детей вот только родившихся уже отучать и в течение определенного периода времени наконец в обществе сформировать вот такое мнение, это то, над чем надо сегодня работать. Надеюсь, зрители не скажут, что мы здесь сидим в розовых очках и говорим о том, чего никогда не будет. Мы по опыту знаем, что это все возможно. Но мне кажется, вот теперь, если говорить, наши зрители, слушатели, еще и молодежь, есть ли смысл вообще антикоррупционная дисциплина, чтобы стала академической дисциплиной в образовательном процессе у детей, допустим, школьного, послешкольного? Вы знаете, вот у нас любят как чуть что вводить новые предметы. Я как педагог хочу сказать, надо это показывать на практике. Наши дети и наше подрастающее поколение делают то, что они видят. И поэтому взрослую часть населения надо, тех, кто приступил к черту закона, наказывать, чтобы видели, чем может это закончиться. Это самое лучшее образование, да? Да. Тех, которые сегодня уже находятся в общественной деятельности, там, в трудовую деятельность идут, им показывать, что этого нельзя делать, и учить их как раз закон об общественном контроле, это ему поможет. Да? А тех, кто находится в школе, в детских садах, нужно там формировать среду, в которой педагоги должны сформировать, в которой ребенок должен находиться. Да, определенные знания тоже нужно давать, но нельзя увлекаться. Я помню, то валеологией, то самопознанием, чем угодно. Согласна. Этим надо жить. Чтобы это не стало каким-то просто формализмом, оценки за то, что я знаю или не знаю дефиницию, что такое коррупция. Мне кажется, это действительно не есть правильно. Я с вами соглашаюсь за практику, я жму вам руку. Мы сегодня буквально подняли только шапочку верхушки айсберга, говоря о сложном явлении, как то коррупция, о том, как осуществляется антикоррупционная стратегия в государстве. Но то, что вывод один, который сейчас могут сделать наши зрители и слушатели, антикоррупционная культура и нулевая терпимость коррупции – это не долг даже, это образ жизни каждого казахстанца. Безусловно. Надо научиться именно так подходить к тому, где мы живем. Если действительно желаете счастья своим детям, внукам, правнукам, надо уже сегодня учиться этому. Я очень надеюсь на то, что работы у вас, ну и у меня как представителя гражданского сектора, да, как вице-президент Гражданского альянса Казахстана, мы тоже много занимаемся обучающими процессами, в том числе и антикоррупционной культуры. Я так думаю, работы у нас непочатый край, ее много, но очень надеюсь на то, что в сотрудничестве с государством нам удастся многое сделать, и будущие поколения будут кардинально отличаться в поведении от того, что, может быть, происходит сегодня. Я одно только хочу сказать. Давайте скажем населению. Вы знаете, на самом деле мы, граждане, например, вы и я, для нас это наша страна, мы никуда не собираемся, и в этом доме мы должны навести порядок. Как в своем доме, в своей семье, так и в обществе. Потому что Казахстан это страна с большим потенциалом, и граждане этой страны достойны жить хорошо. Отлично. Вот на этой позитивной ноте мы завершаем сегодняшний подкаст. Я надеюсь, что это не последний разговор вот так вот в эфире на очень важную злободневную тему. Всем удачи, всем успехов. Давайте жить в справедливом, честном Казахстане.